Пожалуйста, Владимир Вольфович. Все, меняемся с вами. Меняемся, идите сюда. Все, не могу больше я. Все, я в отпуске. Андрей сказал, что вот много голосов, как-то люди спорят, и, возможно, это провоцирует вражду, да? Там, или даже войну. Но, Андрей, если вы хотите, чтобы изменилась политика, всем заткнут голос, но в том числе и вам. И вы не будете говорить, что вы православные христиане. Я меньше всего говорил. Я об этом вам говорю. Когда вы мечтаете, чтобы поменьше раздавалось голосов, разные позиции, то вы должны понять, что такая власть возможна. И я буду ее приветствовать, эту власть. И все сделаю, чтобы всем заткнуть голос. Только убивали, чтобы все молчали, так сказать. И над всеми городами Украины будет русский флаг. Это вы должны понять это. Второе. Его примут. Второе. Вы говорите, что, значит, бросили Новороссию. Кто это сказал? Андрей. Что? Андрей. Кто кого бросил? Вы знаете, какой был разговор между наверху? Какой? Да. Вот если мы войдем туда, то начнется Третья мировая война. И погибнет сотни миллионов. Тогда вы что скажете в этой студии? Зачем Россия ввела войска? Миллионы, вся Европа в развалинах. Все в крови. Вот понимаете, что вы делаете? Референдум пока маленькая война, признали, пока мало раненых и беженцев, вы недовольны. А будет, вас же пошлем чеберковать. Я вас первого пошлю на фронт, туда. Поэтому надо радоваться этому. Потом говорят, вот, сказать, лучше бы был Кучма, там даже Янукович. Представляете, если бы Янукович остался? Крым был бы ваш, украинский. Донбасс был бы тишина. Да я рад, что Янукович трусливый человек. Я этому рад, потому что благодаря ему, мы ему спасибо должны сказать. Вернулся Крым в Россию. И Донбасс вернется. Поэтому мы, Вадим, мы рады, что у вас такой президент. Что у вас президент войны. Из отпуска вышел Петр Толстой. И вы передаете мне слово. А я уезжаю на Киевский вокзал на фронт. Понятно, все. Так, пожалуйста, Вадим, пожалуйста.